Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда таң киреген бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда менин кызыңыздар Жазгүл Кудайбердиева. Бүгүн дагы бизде таңзардан конокторубуз бар. Анда бүгүнкү коноктор менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Досенко Виктор Александрович, Эл аралык транспорт академиясынын президенти, ошондой эле Канат Бейшеев, мына ушул Эл аралык транспорт академиясынын Кыргызстандагы өкүлү бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиздер. Саламатсыздарбы. Учурашып алсаңыздар болот теле көрүүчүлөр менен. Саламатсыздар, урматтуу Жазгыл айым, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ушул Москвадан атайын Виктор Александрович Досенко, ушу академиянын президенти, бизге Бишкекке, Кыргызстанга конокко келип, жумуштар менен. Андан кийин мен уруксат берсеңиздер, бүгүнкү теле алпарууну расмий тилде алып барсак жакшы болот эле. Негизи жаныбызда Виктор Александрович мынча сөздөр түшүнүктөр мүмкүн которушуп жатып. Анда эң алгачкы сурооmun төмөнкүчө мына ушул Эл аралык академия туурасында алгач айтып бериңиздер бизге. Кандай академия, эмне иш кылат? Виктор Александрович, значит, вопросы о деятельности Академии, Международной академии транспорта, рассказать. Добрый день, уважаемые телезрители, или правильнее, наверное, доброе утро. Мы рады сегодня с вами провести вот эту беседу. И Международная академия транспорта – это базовая организация стран СНГ по научно-техническому обеспечению развития транспортного комплекса. Это решение принято Советом глав правительств, и в частности, это мне очень важно подчеркнуть, что оно было пролонгировано, первый раз было в 90-х годах, а пролонгировано в 16-м именно в Бишкеке. Вот, пользуясь случаем, я хочу на это обратить внимание. В состав Академии, как некоммерческой организации, входят предприятия и организации всех видов транспорта, всех видов деятельности. Это и производственные, научные, учебные заведения, проектные и так далее. Относительно того, что вот в частности сегодняшняя наша встреча и визит мой в Бишкек связан с очень важной, на наш взгляд, миссией. Идет сейчас, проводится комплекс мероприятий, связанных с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Это магистраль эпохального характера, это крупнейшая в мире. На тот момент была вот в 1974-м начата была и закончена в конце 80-х годов. И в ней принимали участие, безусловно, все республики бывшего Советского Союза, то есть так или иначе все жители нашего вот общего отечества бывшего принимали участие. Поэтому мы в понедельник как раз провели такое торжественное собрание, на котором отметили соответствующими медалями, которые утверждены постановлением правительства России, и отметили заслуженных работников транспорта, ветеранов и тех, кто многие годы вот, служит непосредственно транспорту и прямо или косвенно был связан тоже с БАМом. Вот это вот важно. Эми азыр ушул Кыргызстанда чоң жолдордо, шосселерде, трассаларда, унаалардын, жол кыймылдын баягы коопсуздугун сактоо эрежелери боюнча, көзөмөлдөө боюнча кандай болуп жатат? Значит, вопрос в сфере безопасности дорожного движения и контроля, а также по обеспечению в этом направлении. Спрашивают, я хочу тоже попросим вас поделиться в этом направлении, как проводится в других странах, в том числе и в Российской Федерации. Тот вопрос, который вы задали, он
безусловно, заслуживает самого пристального внимания и вообще в системе деятельности всех видов транспорта. Это один из ключевых моментов. Ну, сегодня мы, конечно, не можем уделить внимание всем, да, но вот в частности то, что касается автомобильного, мы как раз провели беседу со специалистами Кыргызстана, из Минтранса, из ГАИ, встречи. И ситуация, которая сегодня есть, в частности, в республике, она достаточно сложная. И вот даже по открытым данным ГАИ в 2024 году в республике нарушение правил дорожного движения составило больше 900 тысяч. При этом в 2024 году погибло в ДТП 743 человека. То есть это очень большие цифры, и, безусловно, требуется соответствующее внимание всех ведомств, так или иначе причастных к этому вопросу, потому что здесь участвует и Министерство транспорта, и МЧС, и МВД, и ГИБДД, и еще ряд ведомств различного рода, которые занимаются техническим обслуживанием транспорта и так далее. И вот создание такой комплексной системы, которая бы всех участников как бы поглотила, вот это сегодня важная задача, и она стоит практически во главе угла сейчас во всех странах мира. И при этом вот я бы такой один пример привел, в том числе, как говорить о достижениях, да? Вот Швеция, в частности, сегодня таким образом определяет свою задачу в этом плане: нулевой порог безопасности. То есть вот довести вообще дорожно-транспортные происшествия и, естественно, последствия этих происшествий до нулевого уровня. Вот это как бы тоже для нас некий критерий. И вот этим нужно заниматься. Эми Кыргызстандагы өкүлүнө сурай берейин, эми Кыргызстанда кандай жол коопсуздугун эске алуу менен жолдорду долбоорлоо кандай болуп жатат? На этот вопрос я хочу сказать, что в Кыргызстане, то есть я ранее работал в Министерстве транспорта и коммуникаций, управления автодорог. Там, значит, также принята национальная стратегия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2023-2027 годы. Утвержден постановлением Кабинета министров Кыргызской республики от 6 февраля 2023 года за номером 50. И основные направления развития дорожной отрасли на 2023-2030 годы. Я вот хочу сказать, потому что это было необходимо национальную стратегию принимать, и было утверждено план мероприятий по обеспечению и по повышению безопасности дорожного движения Кыргызской республики. Я вот хочу сказать, потому что это было необходимо было принимать так во многих странах, а также по программе ЦАРИС очень много принимались программы центроазиатских регионов и издавались, изучались экспертами, и на основании этих программ в 2022 году, 2023 году мы вот эту стратегию приняли. Это было необходимо. И у нас тоже, конечно, это сейчас транспорт больше, много сейчас во всех регионах нашей республики, очень много транспорта. Также происходит дорожно-транспортные происшествия, происходит природные катаклизмы, тоже воздействуют, камнепады, лавины, селевые потоки, вот тоже на автодорогах, на транспортных коридорах, как говорится, приносят жертвы, появляются. Поэтому для улучшения я считаю, что необходимо провести мониторинг, изучить
где такие явления есть. Точки, черные точки, вот, где в Кыргызской республике на транспортных коридорах. Это необходимо, поэтому в этом направлении Министерство транспорта и другие ведомства, и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской республики, они проводят определенные работы. Вот. Также хочу вот, подчеркнуть, значит, аудит, необходимо вести аудит безопасности дорожного движения. Вот. Аудит, я хочу чуть-чуть остановиться, дорожный аудит применяет практическое обеспечение безопасности на этапах проектирования, строительства и на стадии эксплуатации дороги для того, чтобы не допустить использования небезопасных проектных решений. Утвердить или смягчить проблемы по предотвращению возможных ДТП. На основании специально был отобран специальный консультант вот, с помощью Азиатского банка развития, который уже второй год, наверное, уже заканчивается, провел определенную работу по подготовке и по изданию аудита безопасности дорожного движения. Также, так как я знаю, уведомлен, что готовится проект, значит, по внедрению аудита безопасности дорожного движения Кыргызской республики. Это, значит, порядок проведения аудита безопасности дорожного движения, который внесет свой вклад во время проектирования и изучения и даже существующих дорог. Вот, скажем, произошло дорожно-транспортное происшествие. Надо изучить, почему произошло, какие воздействовали условия проведения. Были случаи, вот, многие, когда на крутых поворотах машины как-то или не управились, или не исправились, или был гололед, или как-то машина уходит в кювет или куда-то в воду, и все, и на этом трагически завершается. Вот я думаю, что аудит он должен изучить и устранить вместе с дорожными хозяйствами, с работниками и по обеспечению безопасности дорожного движения и устранить вот это все детали. Вот. Это необходимо, это нужно, потому что сейчас у нас транспорт очень много. Даже далеко не пойдем в Бишкеке, сколько возможностей транспортных средств, даже парковать некуда. Сіздерге разышылық білдірейіз, атайын уақытыңыздарды бөліп, таңерте регион телеканалына келіп, майық құрып бергендігіңіздер үшін рахмат. Анан ушул Кыргызстанда жол коопсуздугун сактоодо, өзүңүздөрдүн эрежелерин сактоодо, көзөмөлдөөдө өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп жүрөрүңүздөр. Эл аралык транспорт академиясынын ишине биз ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Дасенко Виктор Александрович, эл аралык транспорт академиясынын президенти, ошондой эле мына ушул академиянын Кыргызстандагы расмий өкүлү Канат Бейшеев конокто болду. Бүгүн биз сиздер менен чогуу биргеликте Кыргызстандагы чоң жолдордо, шосселерде, трассаларда жол кыймылынын эрежелерин көзөмөлдөө боюнча кандай иш-чаралар болуп атат, кандай долбоорлор болуп жатат, мына ушул суроолордун алкагында майык курдук. Бизден алыстабай чогуу болуп туруңуздар. Кийинки конок менен кайра түз эфирден баарлашабыз.